Ну вот, это вот как раз я и боялась, что вот у нас вырубит. То ли интернет вырубило, то ли чего. Ну, мы учимся, друзья, поэтому вы нас, пожалуйста, простите и с пониманием. Если нас вырубает, то мы быстренько стараемся что-то делать. Спасибо моим помощникам, что бы я без них делала. Ой, там были вопросы были. Я вот сейчас, они, может быть, останутся там на канале в комментариях, да, и мы будем отвечать уже в комментариях, если что-то я не успела прочитать. Бай-бай. Спать, да, пошли уже. Ну вот, время у нас 10 часов, да, у всех время разное сейчас. Мы в разных городах, странах. Нравилось. Ох, Наталья. Наташ, ты только появилась. Ты собаку ложила спать? Это передержка. Она собаку ложила спать и вышла вот на связь. У тебя же не ловит интернет. Ты куда, в конец деревни, что ли, побежала? Спасибо, спасибо. Приветы передают от пристроенных собак и кошечек. Они присылают мне приветы. Приятно, это радует. Много пристроенных, друзья, очень много пристроенных за эти 5 лет. Вы знаете, когда я начинала вывозить, спасать, какое-то тоже жуткое время было, вот каждый год он чем-то ужасен был по-своему. Когда я начинала спасать, я вообще даже представления не имела. Но глаза боялись, а руки делали. У меня не было ни передержек своих, ни людей тех, с которыми мы сейчас в итоге объединились и спасаем. У меня не было никого, ничего. Методом тыка кому-то звоню, упрашиваю, умоляю, везу на передержку куда-то далеко очень от Москвы. Я поняла, что передержки далеко от Москвы это очень неэффективно, потому что нет бесконечного контакта с собаками. То чипы не можем поставить оперативно, то не можем фотографа вызвать, никто туда не приедет. Далеко это 200 километров, например, да? Даже 150-180 километров от Москвы это очень далеко. Поэтому пристройство вообще конкретно стопорится. И таких собак у меня, вывезенных, спасенных в 2017 году, к сожалению, они зависли на этих дальних передержках. Они есть, их 6 собак. Ну, по каким-то причинам уже даже и их уже навряд ли пристроишь, потому что ни фотографий не дождешься, ничего. Как это ты выехала специально, Наташа? Как? Ну-ка, подождите поподробнее. К осени приютить Пьеро? Берон. А вас не Ирина зовут? Берон? Пьеро классный, он брутальный. Вы знаете, я про каждую собаку могу говорить просто до мурашек по коже. Они у меня просто дыхалку перекрывают. Я до слез могу о них говорить. Они так разговаривать умеют. И я понимаю, о чем они говорят. Они вообще такие уникальные собаки. Вы знаете, ведь я же спасаю собак. Нет, конечно, массово это только из Якутска. А так, по воле судьбы, конечно же, и из разных, ну и не из разных, из нескольких городов, скажем так. Это мы из Сухуми спасали, из Нальчика, из Астрахани, Краснодара, из Гагр, по-моему, тоже были собаки. И один песик, царь, был из Черногории. Я там отдыхала, и просто очаровал меня этот парень. А через полгода, через полгода, наверное,
опять-таки по стечению обстоятельств я узнала, что он в местном приюте, где жизни им дается полгода, и он жив. И вот я нашла все-таки человечка. Лиля, наверное, меня не смотрит, за что ей спасибо огромное. Она тоже нашла волонтеров местных, и мы вывезли этого царя божественного, и из Черногории тоже. Тоже вся история была до слез. Да. Спасибо, спасибо. Спасибо за вашу любовь. Главное, за понимание, за вашу помощь. Да нет, я бы одна ничего не смогла. Вы знаете, если бы я одна, ну, спасла бы я собак, ну, 20. Ну, нет, не больше бы. И муж, и жена смотрите канал. Не побоимся сказать, что это самый любимый зооканал. Спасибо вам огромное. Спасибо. Несказанно. До мурашек просто спасибо. Жалко, что у нас почему-то вот остановилось увеличение, расширение тогда подписчиков. Одно время вроде как-то, ну, одно время это плейлист, да, вот мы смотрели и, не знаю, что-то сейчас остановилось. Жалко. По помощи в обустройстве передержки Натальи из-за прерывания стрима не услышала вашего ответа. По поводу помощи в обустройстве передержки Натальи из-за прерывания. А напомните, пожалуйста, что я говорила. У меня так много мыслей, что я теряюсь уже. Что я говорила по поводу помощь в обустройстве передержки Натальи. Это вообще, вы знаете, Натальина передержка это моя боль. Потому что все остальные передержки, слава богу, они, видимо, раньше начали действовать как передержки, поэтому у них есть и руки дополнительные, а Наташа, она одна. Но зато у нее большое сердце, но нельзя этим сердцем просто пользоваться. Я не знаю, мое сердце тоже разрывается. У нее ребенок, и она себя отдает, посвящает собакам, а ребенок тоже должен жить не с бабушкой, а с ней. Для того, чтобы жил с ней, надо обустроить участок, и чтобы собаки в выгульнике гуляли. А не так, чтобы по всему участку и ребенку, ну, не пройти, не выйти. Потому что они напрыгивают, они радуются. Они так по-своему радуются, но все-таки на ребенка, если поставить ему на голову свои лапы, да, ну, ребенок упадет. Поэтому все-таки надо какие-то меры принимать, и выгульник должен быть. Каждый день об этом выгульнике думаю и не знаю, что делать. Потому что мы с прошлого года, как начали завозить этот бой и песок, выкраивали эти деньги, но ну просто вот такой участок болотистый, и туда сколько ни завози, ну, сейчас вроде 120 тонн завезли, а теперь надо песком, щебнем или галькой, ну что подешевле будет засыпать. Но стройматериал есть, но за работу платить нечем. И поэтому у нас примерно 1100 не хватает за работу и докупить еще стройматериалы. Так, две беленькие кисоньки, братик и глухенькая сестричка. Их бы в одну семью, спасибо, они в одной семье. Да, они в одной семье живут, две беленькие кисоньки. Они живут в Германии. Присылают, да, приветы. У них все хорошо в одной семье. Да сами никак не нарадуемся, что стрим смогли подключить. Вы знаете, оказывается, это вообще очень прикольно. И что вы здесь, и как вы здорово чувствуете вот это вот, что мы вместе. Что подписчиков, да, почти не прибавляется, очень жаль. А вы знаете, не прибавляется, может быть, они и прибавляются, но еще часть убавляется, они отсеиваются. Ну, не всем же мы можем нравиться, правильно? Не всем я нравлюсь, поэтому у кого-то, может, раздражаю. Это тоже нормально, это не удивительно. Я все-таки не роза и не купюра, чтобы нравилось там всем. Ну, это нормально, это жизнь.
Надо всем распространять видео по соцсетям, друзьям, родным. Канал должен развиваться, конечно же, конечно, безусловно. Вы понимаете, работа должна быть вот разноплановая. Не только вот просто привозить, а потом просто вешаться, да, что с ними делать. Собаки должны пристраиваться, подписчики должны увеличиваться. Вот это вот все вот должно быть одномоментно. Вот все одномоментно, потому что, потому что вы одни и те же, вы тоже устаете, я и вас понимаю, и в то же время и себя понимаю, что я остаюсь, не должна остаться с собаками одна. В том году я спасала от мороза 63 градуса, я не договорила эту мысль, а в этом году я спасала уже в силу вот по причине вот этого вот ЧП и всех военных действий, которые начались там с 29 декабря, с Нового года практически, да, когда мы помним эти жуткие кадры и истории. Кому-то я прочитала там, что где-то в МВД, где-то вам ответили, что никаких происшествий по жестокости не происходит, да, в Якутске. Да, я знаю, мне тоже звонили и рассказывали, что люди звонят, и они говорят, у нас нет такого, у нас нет такого. У меня валится WhatsApp от ужасов, да, а они говорят, у нас нет такого. А чтобы доказать, надо обязательно снять видео, и видео должно быть снято правильно, чтобы показать улицу, номер дома и время, сказали, когда это произошло. А когда мы получаем такие жуткие кадры и видео, там, умирающий, погибающий, да, снимают местные жители, разве они будут снимать по всем правилам, которые они требуют улицу, дом снять и произнести на видео факт происшествия? Это же ненормально. Тут или прыгаешь, падаешь, истеришь, не все догадываются достать телефон. Ну, в общем, это недоказуемый факт. Вы знаете, это бег по кругу, и ничего не докажешь. Так, немецкие бабушка и дедушка на вас подписаны и смотрят язык, не понимают, но смотрят, очень любят слушать ваш голос, помогают по возможности. Да. Ну, приятно, конечно, приятно. Может объявить сбор, ведь в ППЖ в Якутске обустроили. Вы знаете, я как-то всегда очень чувствую публику, народ и время. Тогда был все-таки был период весна, и только что вот поутихали эти вот военные действия по убийствам там, да. Поэтому мы как-то были все так очень возбуждены, на волне, и у нас получилось с вами собрать на вольеры в ППЖ. А потом вот это началось все, уже все меньше, блокировка там всех наших зарубежных друзей и подписчиков. Ну а сейчас вообще все заблокировали, и вот есть только donation, стрим, и я даже не знаю, что еще у нас есть. Я бы хотела очень, это не такая сумма большая, это все-таки не миллионы, да, чтобы, я говорю, обустроить передержку, где много очень собак содержится. Нам нельзя не довести до конца, понимаете, вот, нельзя. Я никак не могу вклиниться между покупкой корма, потом снова корма, потом заплатить за свет, за воду, за все. И я не могу вклинить сбор, чтобы суметь собрать эти несчастные там 100 тысяч или 200 тысяч, я не знаю все-таки сколько это будет стоить. Одну бытовку собаки съели. Да все, понимаете, вот все стоит денег. Надо ее выкинуть, надо песок завести, чтобы этот кирпичный бой засыпать песком, чтобы лапы не ранить. В общем, как-то много. Другая передержка сейчас у меня переезжает в сельскую местность. Они там обустроили, собак надо обязательно, так как кругом деревья и трава, там надо просто железно надо обрабатывать их от клещей. Если там на кирпичах мы можем еще про клещей меньше думать,
но там где-то много травы и деревьев надо обрабатывать. А обработки эти сейчас так все подорожали. И с придыханием, я думаю, не знаю, то ли траву и деревья обрабатывать, но их может ветром занести, птицы могут принести на участок. Ну, в общем, постоянно голова болит. Кирпич, бой, песок, обработки, самолеты. В общем, много всяких разных проблем. Вот. Здравствуйте из Германии. Здравствуйте, здравствуйте, если кто новенький подключился. И гостям канала огромное сердечное спасибо за спасение хвостика. Всем добрый день. А как вечер, как можно денежку бросить? Я не вижу кнопки спонсировать. Вы знаете, наверное, кнопка не спонсировать, а под каналом есть ссылка на donation. Вот посмотрите в комментариях под каналом. Там есть такая ссылочка. Здравствуйте. И вот пройдитесь по этой ссылке, и вы увидите. Привет из Рязанской области. Ирме и Лиме передайте привет. Ой, конечно же, передаю Оля. Оля, добрый вечер. Приятно, что и вы тут тоже. Семья просто сразу двух собак взяла. Ирму и Лиму. Передаю привет, конечно же. Спасибо. Спасибо за помощь. И снова здравствуйте. Да, спасибо большое. Всем зоозащитникам и волонтерам, всем, кто приютил и кто помогает. Ответный горячий привет. И спасибо, что вы есть. Вообще, что вы делали без них. Анастасия, спасибо. Низкий поклон. Анжела, да? Анжела. Амурчик. Амурчик отдыхал сейчас в Италии. Если я просто ники могу не все знать, но если это Анжела, которая приютила нашего Амурчика в Германии, то вот они присылали мне приветы из Италии. Амурчик там на море бегает. На море-то вы дошли, или он так вот сидит вот в этом вот в красивом газоне? Ну, потом пришлете мне тогда. Привет из Германии от Борюсика. О, от Борюсика привет. Вы помните такого Борюсика? В феврале мы отправляли из Германии, из ППЖ. Ой, в тяжелое время мы его забирали, спасали. Там женщина спасала, потом мы его отправляли в Германию. Анечка его приезжала ко мне, забирала, отправляла. По каждой собаке это такая история. Покажите, пожалуйста, животных. С уважением, подписчик из Рязанской области. Покажите, пожалуйста, животных. С уважением. Мы начали эту рубрику. У нас сейчас самолеты закончились, и мы к этому шли, мы готовились. И обязательно животных будем. Вот два последних наших ролика, скажем так, крайних ролика, да, мы там показываем по очереди. Но ролик не вмещает всех животных. Скопом на передержке мы их показывали и не раз. И всю зиму показывали, и летом показываем. А так, чтобы по отдельности, вот только сейчас начали. Кстати, сегодня у нас прошла фотосессия, несмотря на эту жуткую жару. Все-таки мы дождались нашего замечательного фотографа Леночку. Лена, спасибо огромное. Наверное, тебя нет здесь. Но она приехала вот в жару, с мужем они приехали и отфотографировали. Знаете, на передержке, где живет Мишка, Жужа, Рута трехлапая, Джем, Перс и Пират голубоглазый. А также заехали, сфотографировали Мишку, ой, Митьку, помните, под домом охранял труп собаки своей подруги. Митьку отфотографировали и Тайгу рыжего собачулю. Сегодня 8 отфотографировали. Через день, не знаю, хоть бы жара спала, очень тяжело прыгать, бегать, скакать с ними надо же. Они же не просто стоят, а их надо и в движении, и в скачках, в прыжках, в кувырканиях фотографировать. Это такое, это нелегко, скажем так.
четверг будет на другой передержке фотосессия. А 1 числа еще на 3-ю передержку тоже, туда уже я готовлюсь, не знаю, буду Романа вызывать и где-то искать место, потому что место не совсем подходящее для фотосъемок. Кнопки спонсировать нет. Все реквизиты для помощи под видео. Спасибо вам огромное. Реквизиты, вот видите, под видео. Видимо, там, Оля, там, наверное, ссылка, да, есть, donation. И по ней надо пройтись, просто вот пройтись. Сейчас сложно перевести деньги из Германии. Сейчас помогаю в Германии приюту. Ну да, но у нас есть ссылка теперь, donation. Поэтому тоже тут можно все-таки при желании перевести. Это был просто ад в этом Якутске. Ну, это, да, мало. Это мало сказано. Ад это там. Да там круглый год. А вы знаете, кстати, вот в ППЖ сейчас, да, ведь сейчас там 35 градусов было. Сегодня не знаю как, но вот что-то позавчера 35 градусов. И собаки в этих своих сибирских шубах, они такие все мохнатые, да, красавцы. И вы представляете, они в такую жару, в этих вольерах, как вот психики не нарушится, да, и как не сожрать друг друга. То мороз, они замерзают, то они вот в такую жару. И еще не у всех вольеров есть крыша, чтобы спрятаться в тень, хотя бы в тень. Там и так вольер, да, для такой скученности вольер там небольшой, но в любом случае не у каждого вольера есть крыша, это уму непостижимо. Вот там, где мы построили, да, 4 вольера, в 2020 году мы тоже строили, ну там немножко скромнее был по тем временам еще. Мы тогда тоже учились, деревянный был, в этот раз металлическая там арматура. Но мы предусмотрели, чтобы хотя бы по периметру 2 сторон была над будками крыша. И чтобы крыша была у будок не рифленая, а чтобы они могли на ней лежать. Потому что территория не такая большая, там тоже не всем места хватает. Чтобы кто-то смог запрыгнуть на эти будки. Вот, на эти будки. И чтобы над будками тоже была тень. И вот это вот все мы обсуждали и предусмотрели, насколько это возможно, насколько это хватило нам по деньгам. Вот. Но я очень переживаю за те вольеры, где нет крыши. Я, знаете, что бы я ни делала, я вот представляю, что мы изнываем от жары, а собаки, это вот все равно, что мы оденем шубы в 35 градусов, и будем сидеть в шубах круглые сутки. Воды, чтобы там искупаться, корыто, там не поставят. Нам сказали, что вода привозная. Воду только хватает вот, впритык попить. Разлить, попить вот в бочках или где там они эту привозную воду. А так, чтобы вдоволь в корытах, где там были, чтобы они могли искупаться, такого нет. Ну, вы знаете, я не знаю, о корыте с водой мечтать или хотя бы о крыше. Вроде руководство говорили, что, а тут остальные мы достроим сами. Ну, я прекрасно понимала, что авось будет и ныне там. Ну, так и получилось. Если хочешь что-то сделать, сделай это сам и никогда не надейся ни на какое руководство, ни на чиновников, никому нет до этого дела. Можешь — спасай, не можешь, значит, не можешь. Сделать сбор. Вот все рекомендуют сделать сбор на выгульник. Может быть, мы как-то организуемся, пока лето. Вы знаете, зимой вообще будет плохо. Это в любом случае это нужно. Для этих собак. Или если эти пристроятся для других собак. Но это очень нужно. Потому что выгульник – это зонирование, кто дружит, кто не дружит, кто с кем гуляет, не гуляет. Это, ой, как намного тормозится. Неужели сейчас опять прервется? Неужели сейчас прервется? Опять что-то колесо крутится. Ой, как жалко, обидно. Может быть, мне побыстрее говорить, чтобы успеть побольше вопросов ответить.
сумма не очень большая. Если всем скинуться понемногу, я тоже так считаю. Но там просто еще вот надо эту трубу провести, знаете, дренажная такая канава, и трубу провести, потому что если настроить уже вот эти выгульники, столбы, рабицу, сетку, то она должна уже проходить по уже выкопанной канаве, где будет труба. Это нужно будет для того, чтобы не утонуть следующей весной, снова в болоте не утонуть. Поэтому дренажная вот такая вот вещь по периметру, она делается всегда. Вот здесь она не была предусмотрена. Но так как предыдущие 2-3 зимы были не снежные, то это нас не очень сильно коснулось. А вот этой зимой, да еще в начале апреля, столько выпало снега, и потом мы, конечно, утопали. Собакам было по кайфу, они плавали в этом болоте, в грязном, и неприятно было даже снимать. Потому что это понимали, что это все засыпать надо, нужны деньги. Других вариантов просто нет. Там встаешь в резиновых сапогах и по колено проваливаешься. А собаки, представляете, они по уши проваливались. Ну, а что теперь делать? Главное, живые называется, но это не дело. Надо реально помочь, сумма вменяемая. Я тоже так считаю. Нашлись ли желающие взять в семью хотя бы нескольких ваших хвостиков из последнего ролика? Нет. Нет. Нет, это моя боль. Я знаю еще собак, которые тоже нуждаются в спасении. Я знаю, что если не спасу, их не спасет никто, никому они не нужны. И я притормаживаю, я даже не показываю вам, потому что я знаю, что вы заведетесь и вы будете ждать от меня спасения. А я такой вот плохой человек, физически просто не смогу. Ни физически, ни материально не смогу. И тем более у меня проблема нерешенная с выгульником, с передержкой. Если бы был бы выгульник, и там какие-то зоны были бы, вот это для этого, и вот там надо прорубить дверь, чтобы с задней стороны дома сразу в выгульник собаки выбегали. Вот, то есть у нас план, но мы не можем его притворить. А лето, оно быстро заканчивается. И мы снова в год, зимний и в зиму, и новых не спасем, замерзающих. В Якутске. Я очень надеюсь, может быть, осенью начнутся какие-то пристройства. Я только надеюсь, я не знаю. Если кто-то будет пристраиваться, но мы не сможем взять новых, потому что у нас нет зонирования выгульников. Нет выгульников. Нужны деньги. Вот на все деньги. Вот как ни крути, вот все сводится к тому, что нужны деньги. Все реквизиты в описании под трансляцией. А как сейчас проходят границу в Европе? Как проходят? Очень жестко, очень сурово, строго, как можно еще сказать. Самолеты, конечно, не летают. Но все ограничено теперь не в таких количествах. Меньше. Водителей меньше. С европейскими номерами. Строго все. Очень все строго. Поэтому подпрыгиваем. Если какую... Опять, да, я зависла. Я периодически зависаю, я вижу, что я кручусь. Колесо крутится. Вы знаете, иногда проходим, таможенный водитель иногда проходит, не знаю, по 17 часов, что ли, по 12-17 часов таможню проходят. Рентгенят всю машину, выгребают собак, каждый там закуточек, каждый мешочек с кормом, все светят на, наверное, вдруг что-то запретное повезем. Ой, у нас ничего нет, кроме наших драгоценных собак. Но тем не менее, это правило, это закон. И тем, кто поддерживает канал, спасибо вам за человечность. Успехов всем и всегда. Очень здорово, когда вы показываете животных. Это очень помогает знакомиться с собаками. Тот, кто ищет собаку, это хорошая возможность. Да, конечно, будем очень стараться. Фотосессию мы проводим. Вы знаете, зимой вот отфотографировали собак, но на фоне снега.
а нас просят, а теперь сфотографируйте на летнем фоне, а как собака выглядит там вот летом, ну, особенно там в Европе. Вот. Приходится перефотографировать. А хорошего фотографа надо еще дождаться, упросить. Леночка, если ты меня видишь, спасибо большое. Спасибо вам с Игорем, что вы сегодня приехали в такую даль. 3 часа вы ехали до передержки, чтобы отфотографировать 8 собак. Спасибо вам большое. Я очень переживала, чтобы у вас солнечного удара не случилось. Спасибо за титанический труд. Ведь так легко отчаяться. Да, у меня и отчаяние, и руки опускались уже много-много раз. А потом встаешь, поднимаешься и снова идешь. Иногда ползешь. Очень часто, когда ползу. А где сейчас веточка? Вета — это которая у нас, это дочка Вета или Вега. Вега, которая дочка Мии и Оскара. Или нет? Или какая Вета? Или это ошибка? Или из какого года Вета? Ой, как много через меня собак прошло. Потом еще, когда им меняем клички, то, например, на передержке поменяли кличку, потому что никак не ложится изначально первое имя. Потом ручки меняют имя. Так, вот что такое показывать минутные ролики почаще будет. А это как понять? Показывать минутные ролики. Это показывать ролик, какие минутные? Из 1 минуты? Не поняла. Что мы за 1 минуту можем показать? Только 1 ногу или 1 хвост минутные? Или там поменьше минут? Или поменьше минут. Поменьше минут, вы знаете, я наоборот прошу, я говорю, давайте мы будем делать ролики минут 15 хотя бы, 18, там, я не знаю, почему такие правила. Но опять мне говорят, что у людей не хватает терпения смотреть долгие ролики. Я говорю, ну кто не будет смотреть, те выключат наполовине, но почему бы побольше не показать? Иногда столько много информации, особенно вот когда вывозили. Почему я про всех не могла рассказывать? Да потому что ролики короткие вмещают только 2-3 собаки, ну 4. А я, например, вывожу 9 за вчера и за сегодня. Ну и получается, про 1 самолет рассказала, а про 2 не рассказала. Или там, допустим, 5 самолетов подряд было вот у нас. Мы про 2 самолета рассказали, а про 3 у нас не хватило времени. А потом у нас дальше пошли новые темы, и мы вот так скачем. То есть мы не догоняем. У нас количество тем отстает от количества роликов. А длинные ролики, ну, вроде как не принято утомлять людей. Может все-таки сброситься и спасти из последнего ролика белая девочка-щенок. Белая девочка, запятая, не знаю, где Грета. Белая девочка, наверное, запятая, да, щенок и рыжий котик. Так жалко, подписчики, думаю, вас поддержат. Я не знаю, белую собаку, наверное, сдадут в ППЖ. Я очень боюсь, переживаю за это. Не знаю, как мне решить вопрос. У меня просто нет... Понимаете, на спасение собаки мне нужно не разовая помощь. На разовую помощь я уверена, что скинутся и можно поднатужиться, и она прилетит. А вот через месяц я взвою, потому что у меня сейчас долго, даже боюсь озвучивать на 500 тысяч, чтобы не пугать. В следующем месяце у меня будет больше этого долга, потому что я в июле буду выплачивать июнь, а за июль буду выплачивать, наверное, в сентябре. Я не успеваю, понимаете, я не успеваю. Я ничего не могу сделать. Я завишу от вас, но я понимаю, что у вас тоже возможности ограничены. Поэтому рыдать, просить, умолять. Иногда это делаю, но не всегда у меня это получается. Потому что я впадаю просто в ступор, я онемею.
и меня трясет, я не знаю, когда мне говорят, сегодня надо, привозят и оплатить там 13 собак, у меня нет. Я даже если с 3 карт соберу, я даже треть не насобираю. Сейчас послал донаты, там есть можно через PayPal. Можно, да, через PayPal послать. То есть можно на donation по ссылке послать через PayPal. Вот нам подсказывает Юрий. Вот, спасибо. Вета малышка, которая жила на остановке. Все, поняла, Вета, рыженькая, рыженький щеночек, да, девчушка. Да, она в Германии живет. Приветы присылают. Мне кажется, что мы про нее делали в ролике, рассказывали. Если нет, это значит просто... У нас много пристроенных, о которых мы не успеваем даже рассказывать. Но за то время, когда вот у нас еще более-менее была обстановка по пристройству, то у нас, конечно же, уезжало там по 7, по 10 за месяц. Но это хороший результат, конечно. Они уезжали, и она успела. Вот те, которые успели там, да, до апреля, до мая проскочить, что называется, им повезло. Да, они пристроенные. Ой, много пристроенных. Ай, звездочка Лара, рада видеть, слышать. Храни вас Бог. Спасибо. Стоит ограничение. Наташа, спасибо. Борюсик черный с рыжим подпалом. Вон лежит на диване и похрапывает. Ух ты, крюшка. Ну, слава Богу. Слава Богу. Всегда радуюсь, что все не напрасно. Но как много еще нуждаются у нас. Так. Лучше больше информации о хвостиках в роликах. Ага. Ну, будут, конечно, будут. Тем более впереди фотосессии, поэтому будем и свежие делать съемки, фотографии. И много тех, которые отсняты еще и в том году, которые тоже живут до сих пор на передержках. Если мы не будем пристраивать наших собак, они будут просто у нас зависать на передержках. Мне это очень не нравится. Это будет тормозить. Вы будете просить пристраивать, спасать новых, а я вам буду говорить: не могу. Но это же не дело. Ну давайте продвигать, давайте берите, разбирайте этих хвостиков. Самая лучшая помощь — это вот я говорю, что разбирать надо и обеспечивать им нормальную жизнь. Любовь, заботу и еду. Ну хорошо, ладно. Большой привет от Ларса. Ой, Ольга. А я вспоминала Ларса недавно и собиралась вам написать. Вы пропали что-то, как у вас дела? Напишите мне на WhatsApp. Покажите мне, каким он стал. Он же ведь подрос. Мы остановились на том, что на улице какой-то там французишка ему подошел и чего-то тяпнул за нос, да? И мне так стало его жалко. Он такой, ну прям вот как якутенок настоящий. Ты чего кусаешься? И даже сдачи не дал, и зубы не показал. Ой, ты мой хороший. Покажите мне, каким он стал. Ну ведь он же чудо. Ну что, моя золотая? Ну. Так, да, хорошо, я поняла. Это вот, знаете, я вам давайте покажу. Ой, мою... Как я могу вам не показать свою якутку? Вы видите ее или нет? Ну, покажись. Вы видите ее или нет? Ну, подожди, тебя покажем. Или тормозит. Это якутка из ППЖ. Ой, как тормозит. Я себя что-то вижу, что я разговариваю еще сама с собой. Малышка ты или не малышка? Так, по миру животных. У вас есть помощники-волонтеры, а как же без них? Конечно. Но я хочу ее показать, она вот тормозит. Ну покажись. Покажись, пожалуйста.
Ты хочешь в туалет? Ну все, мы сейчас заканчиваем, потому что у меня собака уже... Собаки хотят в туалет. Вот она. Это из ППЖ. Вы знаете, вот эта собака, это самый первый вывоз 12, 7 или 12 декабря 2016 года. Она такая огромная, 35 килограмм. Я не знаю, вы, наверное, ее не видите. Не знаю. Все, я уже вспотела тебя поднимать. Ой. Харлей получает подарки от фирмы. Они мне не поверили, что его хотели убить. Сейчас он звезда. Жаль, что не могу вам прислать ролики. Это собственность фирмы. Это котика Харлея мы спасли. Грета его в Германии взяла. И вот он принимает участие там в рекламе, видимо, корма или еще чего-то. Ой, помощники-волонтеры, конечно же, в Германии есть. А как без них? Ни в коем случае никаких попаданий. Только конкретно с зоозащитниками, с фондами работаем. Или вот мои подписчики, которые у меня каждый день на связи. Каждый день, постоянно. Только так, никак по-другому. Просто исключено. Евнов. Вот ник. Евнов. Даже вообще, даже вот никаких сомнений быть не может. Это мне даются животные кровью и потом. Чтобы я могла как-то... Ну что? Ну что у нас золотой? Ух ты, мой хорошка. Давай иди ко мне. Иди ко мне, мой золотой. Это не якутенок, нет. Это мой москвичонок, которого я спасла из-под машины. Но я там не вижу, чтобы видно было. Ну ладно. Так. Все видно, да? Мою девочку из ППЖ видели, да, тоже? Вот она у меня привезенная первым самолетом. Самым первым самолетом, декабря 2016 года. Так. У вас есть доказательства? Это не ко мне вопрос, я поняла. Нет, не выпадаем, все хорошо, видно, слышно. Он безумно красивый, получил ошейник с настоящими камнями. Это Харлей, котик. Финкураторы для щенка и умки тоже не нашлись. Расскажите о Филе. Нет, никто не предложил финкураторство. Друзья, если для белой собаки кто-то готов финкураторство... Ой, господи, какая я сама себя напугалась. Если кто-то нашел, готов для умки, ну что опять просит какое-то подтверждение, идентификацию. Для умки, если кто готов, для белой собаки из последнего ролика стать финкуратором, отзовитесь, пожалуйста. Просто не хочу, чтобы домашнюю собаку порвали, разодрали в ППЖ. Очень просит спасти. Я торможу, не знаю, как... Ну, не знаю, мне пока не на что спасать. Для щенка и умки. Слышим, Наташа, ты еще здесь, ты еще не спишь. Хочу длинные ролики. Вот Анжела хочет длинные ролики, понимаете как? Вот как вот всем сразу угодить? Кто-то хочет короткие ролики, а кто-то длинные. Все хорошо пишут с роликами. Ну вот давайте тогда все-таки на середине остановимся. Пусть будут, если уж не 15 минут, ну хотя бы 10 минут. Но по 3 минуты это какие-то огрызки. Огрызки. Не то, не сё. Я ничего не буду успевать. Краснодар просит спасти, там, ой, господи, до боли просто, до слез там еще тоже песики. Такие жалкие, такие классные. Так бегут за машиной. Сердце мое вдребезги. Видео выходят редко, иногда нет 6 дней. Вот в эти 6 дней могли бы выйти ролики по 10 минут. А вы знаете, по какой они причине не выходят? Потому что у меня не хватает времени собрать все в кучку и отправить человеку, который монтирует, Татьяне, материалы, видео отправить. Я же говорю, она просто злится и ругается, что у нас большие интервалы. А я где-нибудь, я в дороге. Если я прихожу, я уже падаю никакая.
Я начинаю наговаривать аудио, она говорит, ну нет, ну не таким же мертвым голосом. Вы что, кто вас будет слушать? Я говорю, я не могу, я уже все. Вот я в лифте засыпаю. И я в лифте засыпаю, я прихожу, у меня голос деревянный, она говорит, нет, все не так, все не так. Ну вот, понимаете, как режиссер, которому все не нравится, все не так, и я не такая, и кривая, и голос не мой. Я не могу, понимаете, я не могу быть всегда вот как боец такой в строю, потому что то одно, то другое. Сейчас меня жара изнуряет. Я тоже. И я не всегда дома, я не всегда могу с жесткого диска отправить ей видео. Ну, короче говоря, я понимаю, что интервал 6 дней это много. Понимаю, да. У вас нормальные ролики, ничего хорошего в маленьких нет. Ну да, вот в маленьких роликах, я считаю, маленькие ролики это огрызки. Никто не устает, чушь какая-то. 6 дней это большая редкость. Ну да, конечно, это мы редко, когда 6 дней. Это уже, вот понимаете, с жарой было связано. И то, что я уезжала, меня не было тут пару дней, я попадала из Москвы. А там то интернета нет, то еще чего-то нет. То я очень задействована в каких-то делах и даже не могу ни сколько минут выкроить. Вот приюты, вот смотрите, вы смотрите приюты, да, вот в любом приюте, в любом случае есть рабочие руки, есть помощники, все равно не один человек. Вот наш «Пострел везде поспел» – это, наверное, я себя в такой роли ощущаю. В любом приюте, опять-таки, да, есть помощники. У нас помощников вот нет. Вот нет помощников. Мне очень нужна помощь на 1 число руками, но я физически не знаю, как они. Конечно, я Романа буду брать. Роману надо тоже оплатить. Он будет вести мне собак туда, где можно найти место подходящее для фотосессии. Фотографировать собак на фоне темного забора – это провал. Это просто будет крах. Я не смогу собак с такими фотографиями выпустить в пиар, в каталог и пристраивать. Все должно быть красиво и достойно, потому что это делается один раз. Это кто? Все позволяющая якутка. Варька нет, а Варька, если моя, то она скромная. Варенька чудо, да. Ролики нужны вперемешку, и короткие, и нормальные, для увеличения рейтинга и подписчиков. Да, корма животных. Реклама. Да, все нормально. У вас с роликами. Интересные, информативные. Алло. Интересно, информативно и о многом. Ролики стараемся, да, очень о многом. Вы знаете, меня всегда удивляют ролики. Я вот когда смотрю, очень, кстати, редко смотрю методом тыка, я удивляюсь. Можно про одного щеночка такое муторное видео сделать, такой ролик сделать, как едут, долго рассказывают про погоду, про машину, про все на свете, ни о чем разговор. И потом приехать, спасти собачку, щеночка, а у него лапка поломанная, и потом привезти вот в клинику. Вы знаете, ну, гораздо можно было бы короче рассказать о таком маленьком щеночке. А люди умудряются, нет, ничего, у них получается и 500 000 собрать этих самых просмотров. Я не знаю, как правильно. Пытаемся рассуждать, анализировать, что лучше. То ли это зависит от качества съемок, то ли это кого-то смотрят, кого-то не смотрят. Не знаю, как расширить аудиторию нашего канала. Это для меня пока остается загадкой. Только ли дело в длине ролика, или, может быть, все-таки еще что-то не так. Мы стараемся быть искренними, открытыми. Открытыми просто у нас не хватает времени, чтобы открыть души всех наших животных. Они вот очень у нас замечательные. Если вы меня поддержите, может быть, откроем сбор и сделаем, друзья, выгульника. Выгульник, очень нам нужен выгульник. Поддержите, пожалуйста. Поддержите, пожалуйста, эту нашу идею. Без нее
без этого выгульника нам никак. Это и безопасность собак, и дальнейшее спасение. У вас с роликами все видно. Какой согласны со мной, для меня синоним счастья. Согласны со мной, Анастасия, собака для меня синоним счастья, да. Все хорошо слышно, Варя красотка. Сколько у вас в квартире животных? Животных у меня 6 плюс 2, 8. Посчитать их надо. Теперь 8, да. 9-й пристроенный, 8. У меня же еще Фил, как вы помните, год назад мы все за него переживали. Он диабетик. Инсулин по часам. В 12 часов я колю ему инсулин. Но у него гиндевит, понимаете, у диабетиков рано, и когда появляется, то плохо заживают. А у него этот гиндевит, что ли, на деснах. Я не знаю, как лечить этот гиндевит. Винилином и еще чем-то прописали нам. Но периодически он отказывается от еды, ему больно есть, потому что надо лечить гиндевит. Это раны, десны, когда проблемы с деснами. Но, тем не менее, вот он собирался умирать в мае прошлого года. Как вы помните, он лежал тряпочкой. Ничего, лежит, но он один, занимает целую комнату, потому что другой кот его не принял. Они устраивают драки, а у него, у диабетика, нет передних ногтей. Ему нечем защищаться и давать сдачу. Поэтому и мне однажды влетело от рыжего за мое предательство к нему. Но это целая стихия, отношения между животными. Какие темы вы хотели бы обсудить на следующем стриме? Напишите. Да, пожалуйста, давайте будем. Спасибо вам сегодня за активную беседу. Вижу, что много вопросов, все интересует. Поэтому готова отвечать на вопросы. Выгульник нужен, давайте собирать. Может, свободные места для других хвостиков появятся. Да, конечно, иначе я просто, понимаете, что я уже начала отказывать животным и отказывать вам. Уже просто надо написать свою сумму. Выгульник очень нужен, мы вас поддержим. Так, друзья, давайте, у нас уже, наверное, затянулось, все устали, кто-то уже пошел спать, моих собак надо идти выгуливать, у нас 11:30 ночи. Я благодарю всех за активную беседу. Спасибо вам огромное. Не ожидала, что вы так будете активны. Это очень радует, очень приятно. Спасибо вам за помощь, которую вы оказываете нам, которая была, которая есть и которую вы обещаете тоже откликнуться.